в эфире. Я в эфире. Так, друзья. И как давно я в эфире? Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Как вы видели, я не знал, что я вышел в эфир уже. Перед тем, как войти в эфир, у меня высветилось, что мне нужно подтвердить свои данные. И я был, поэтому на 5 минут я был вынужден вводить свои данные для того, чтобы выйти в эфир. И потом, окажется, я вышел в эфир, когда я все правильно ввел. И я не знал, что я уже в эфире. Ва алейкум ассалам, приветствую всех, витаю вас, друзья. Сегодня 12 августа 2022 года, 21 час 6 минут по Берлину и 22 часа 6 минут по Джохару. Приветствую вас, друзья. Асламбек, имя, фамилия, свобода или смерть. Исаак Довиле. Всех. Всех приветствую. Вардаса, Супер Бэби и всех приветствую. Так, вот, засветить. Вот она. Герб. Это моя старая футболка. Рад видеть вас. Салам Вардас. Взаимно. Что вы присутствуете. Ассаламу алейкум, Машалду, ва алейкум ассалам, приветствую, слава Украине, свободу Ичкерии, Давса, Киев, Машто, Шадыш. Видимо, что-то они делали с моим аккаунтом, и поэтому мне нужно было подтвердить свои данные. Короче говоря, значит, мы их беспокоим, Деон. Не могут они успокоиться. Но, допустим, это конвульсии. Итак, сегодня я бы хотел рассказать очень интересных вещах, которые произошли. Балт Ньюс сообщает, решение Эстонии это парадокс. В Госдуме прокомментировали запрет на въезд россиян. А здесь, как мы знаем, Евросоюз это фактически объединение государств, такую федерацию, можно сказать, с единым парламентом, с единым руководством, силовыми структурами, обменом информацией и так далее. И потом все вот это объединение, еще каждая страна в отдельности из этого объединения входит в военный блок НАТО. Это военная защита. И как мы знаем, Швеция сегодня заявила, которая недавно вместе с Финляндией вошла в НАТО, заявила, что Украина будет получать оружие именно от них. Они будут обеспечивать, в том числе, поставки вооружения. Не называется, какие вооружения, какие снаряжения, какие боеприпасы. Но вот Швеция, если бы не вступила в НАТО, у нее такой возможности, привилегии такой не было. Потому что фашисты ее бы терроризировали бы. Итак, смотрите. Также Эстония, Литва и Латвия. Мы знаем, это три бывшие советские республики, которые самые первые вышли, получили практически, кровь, конечно, была, практически бескровно вышли из состава фашистской России, Советского Союза или потом уже так называемого СНГ. И Джохар Дудаев, наш первый президент, отец-основатель нашего государства, определенной степени помог этим республикам в их сложные, трудные дни, когда их государственность восстанавливалась и они проводили реформу государственного устройства.
И эти люди нам очень благодарны всегда. Не как даже народы, а как сама власть. Всегда вот все времена с момента развала фашистского Советского Союза, от Эстонии, Литвы и Латвии, это маленькие государства, это не очень богатые государства, ничего удивительного. Более 70 лет пробыть под оккупацией, аннексией СССР, там уже хорошо трава хоть растет. Но эти государства все это время нам помогали, поддерживали, как могли. Особенно это касалось интеллектуальной стороны вопроса. И сейчас это делают. Это государство, которое прекрасно знает, что такое русский мир. Граждане этих государств прекрасно знают, что такое русский мир. Они на себе испытали огромное количество репрессий, убийств, дискредитаций. Ну, все, весь набор русского мира, который несет фашистская Россия. И вот решения Эстонии сейчас очень активизировались. Литва, Латвия, Эстония, как мы знаем. Латвия, сперва Литва первая признала Россию, Сейм Литвы признал фашистскую Россию террористическим спонсором, спонсирующим терроризм. И сейчас Латвия, столица Рига, не путать Латвию, Литву, похожие названия, абсолютно разные государства и образования. Ну, соседние, дружественные и все такое, входят в Европейский Союз и раньше были в составе ГУЛАГа, как и все мы. И вот сейчас решение Литва признала, затем Латвия признала, вчера, по-моему, это произошло, или позавчера. И сразу же Латвия заявила, что нужно запретить въезд россиянцам. Евросоюз, как я вначале сказал, это как уже федерация, здесь государства имеют единый парламент, Европейский парламент, и каждое государство имеет свой национальный парламент, ну и как бы общий союзный парламент. И если происходит какое-нибудь решение, прецедент, решение суда какое-то, то оно, в принципе, обязательно применению, так как судебная система и прецедентная система здесь в Евросоюзе построена так же, что если принимает одно государство, то это распространяется на все другие государства. И если два государства уже в Европейском Союзе признали фашистскую Россию спонсором терроризма, то остается теперь всем государствам запретить въезд. Как бы они вначале говорят, что к нам нельзя, это они о себе заявляют, и потом Европарламент. Если вы помните, Литва запретила транзит, не только признала спонсором терроризма, но и, соответственно, вытекает из этого, если это страна спонсор терроризма, то транзит в Калининград всех грузов, которые шли через территорию Литвы. Но русские подсуетились, как обычно, и их подхлопные товарищи, которые тоже есть в Евросоюзе. Как мы знаем, их сейчас вычищают, будут вычищать не каленым железом, как они бы это делали, но будут вычищать, и это нужно очень серьезно и строго отнестись к этой стадии размежевания с фашистской империей. Но через Европарламент им удалось там повлиять, что какие-то грузы, которые там относятся к гуманитарным, их нужно пропускать. Ну, кажется, так это там было, но сам факт, что Литва была вынуждена подчиниться своему Евросоюзу. Сейчас же, когда и Латвия уже объявила спонсором терроризма, они призвали Россию спонсором терроризма, они призвали Европарламент запретить въезд в Евросоюз гражданам фашистской России. 4 месяца где-то, даже чуть более назад, Владимир Зеленский в марте еще говорил, что русские, выезжайте, не платите налоги, я к вам обращаюсь, проявите протест, поднимитесь, скажите, сделайте что. Сейчас, когда Владимир Зеленский
в тренде вот этих решений сеймов Литвы и Латвии, сказал, что россияне русские, если они ничего не делают, то им надо жить у себя в стране. И это на самом деле очень верное решение. Это абсолютно никакое не лишение, не ограничение прав. Единственная одна поправка здесь. Чеченцы, граждане Чеченской республики Ичкерия, всех национальностей, и чеченцы по этническому принадлежности, так как все чеченцы по этнической принадлежности являются гражданами Чеченской республики и имеют право на гражданство, даже если они живут в Америке, мы не являемся гражданами России, и поэтому мы эту войну начали задолго до этой войны. Она у нас не прекращалась, и мы пострадали в том числе и от некоторых действий Европейского парламента, хотя помощь была, поддержка, это все абсолютно так, но была и иногда не очень хорошая сторона, то есть фактически оставили 1 на 1 с людоедом, который совершил над нами геноцид, массовые убийства, военные преступления и аннексию нашей страны, присоединил ее к своей стране временно. И вот сейчас, когда будет вот вопрос стоять, русский россиянин должен уехать в Россию, я поддерживаю это, конечно же, но с оговоркой: Чеченская республика не является, как и жители Крыма, которые не хотят быть частью фашистской России, тоже имеют право, да, если они ранее имели гражданство Украины, были вынуждены поменять на российский паспорт, они тоже имеют право получать визу. Это надо бы указать как-то отдельно, потому что в противном случае это нарушение прав чеченцев, которые больше всех в этом Евросоюзе и, наверное, во всем мире боролись вот против именно этих персоналей, именно этой идеи, которую сейчас несут русские фашисты, и продолжаем бороться. Решение Эстонии – это парадокс, говорят в Государственной Думе, прокомментировав запрет на въезд россиян. В Государственной Думе прокомментировали решение Таллина запретить россиянам въезжать в Эстонию, если их шенгенские визы были выданы в республике. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Калашников прокомментировал Балтньюз запрет Эстонии на въезд российских граждан с выданными республикой шенгенскими визами. Этот парадокс Шенген. Это парадокс. Шенген — это не одна Эстония, маленькая, извиняюсь, цитирую, вшивенькая. Как они собираются, если правила Шенгена распространены на все страны, то почему они решили? Тогда им надо из Шенгена уходить, если они по шенгенским визам не будут пускать граждан, ответил политик. Да, это так, если и Эстония присоединилась к Литве и Латвии, и она не пускает к себе граждан Российской Федерации, даже у тех, у кого есть шенгенская виза. Им на территорию, хотя границы открыты, это как бы условный запрет, так как этот запрет будет распространен на весь Евросоюз. Все страны Евросоюза обязаны будут подчиниться этому и не впускать россиян. Опять же, чеченцы и граждане Чеченской республики Ичкерия всех национальностей не являются россиянами. Отметим, что шенгенская зона состоит из 26 стран, которые разрешили свободное передвижение внутри этой зоны. 22 страны входят в состав ЕС, другие 4 в ЕАС-Т. Каждый человек имеет право подать заявление на получение шенгенской визы, ну и так далее, и так далее. Депутаты Латвии признали Россию спонсором терроризма. Сегодня министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отныне российские граждане не могут въехать в страну по шенгенской визе, которая была выдана республике. Через неделю будут применяться санкции к шенгенским визам, выданным Эстонской республикой. Санкции означают, что визы останутся действительными, однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию, отметил министр. То есть виза она рабочая, пока другие государства пускают, а вот в Эстонию нельзя.
Он уточнил, что есть ряд исключений. Под них подпадут лица, которые являются сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, лица, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по гуманитарным сообщениям, близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии. Опять же, несмотря на то, что вот этот запрет есть, как и в любой демократической цивилизованной стране, есть оговорки, кому можно, и он не тотальный. Это дипломатический банк представительства и их семьи, российский банк представительства, лица, которые занимаются международными перевозками, занимаются и имеющие право свободного передвижения по гуманитарным соображениям. Ну, это, например, кто едет на лечение в больницу и так далее. Подчеркну еще раз, ну и близкие родственники. Подчеркну еще раз, во-первых, что положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжает действовать. Но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключение, не разрешается, прокомментировал Рейн Салу. Запрет на въезд коснется не только тех граждан, чьи шенгенские визы были выданы в Эстонии, и не затронет тех, чьи визы были выданы другими странами шенгенской зоны. Как отметили в эстонском правительстве, уже на следующей неделе Рейкигогу обсудят способы, как закрыть въезд всем россиянам, имеющим шенгенские визы. Депутаты Латвии признали Россию спонсором терроризма. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Клас призвала страны-члены Европейского Союза перестать оформлять въездные визы для российских граждан. Она аргументировала это тем, что посещение Европы является привилегией. Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Не права человека. Не право человека. Пора прекращать туризм по России уже сейчас, процитировала Калайс радио «Спутник». На это заявление отреагировал официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она напомнила, что данные заявления не соответствуют нормам, боже мой, международного права. С 1975 года в Европе велась политика на свободное перемещение людей. В 1989 году в Вене государства-участники приняли дополнительные обязательства полностью уважать право каждого на свободу передвижения и место жительства в пределах границ каждого государства и право покидать любую страну. Оно было подтверждено в 1990 году в Копенгагене. Таким образом, обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ. Эта свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона, резюмировала Захарова. Ну вот такая вот ситуация, и как мы предупреждали ранее, в этом Евросоюзе останутся только ичкерик-энти. Это однозначно железобетонно, ичкерик-энти. То есть граждане Чеченской республики Ичкерия. Так, салам алейкум из Дагестана. Алейкум салам, Вольф, Стелла, Шаверга, Машуэль, Файтер. Всех приветствую, друзья. Так, почитаю ваши комментарии, друзья. Джамлейлу, алейкум ассалам, Шаверга, Машуэль, Леди Машуэль, Эд. Все, друзья. Кого не назвал, тоже всех приветствую. Сегодня в Киеве видел грузина из Легиона. Приятно видеть поддержку. Да, Файтер, это очень приятно, я скажу. Когда мы видели украинцев, мы собирались толпой, просто на них смотреть ходили. Там, смотрите, там приехали украинцы воевать. Они у нас были в Черноречье. И мы бегали посмотреть туда. Так, Джахар Дудаев, как на чеченском. Спасибо. Баркал на чеченском. Баркал. Так. Асан, что скажешь насчет того, что псевдоэмиратчики говорят, что они готовятся бороться против Кадырова, вместо того, чтобы бороться с русской оккупантом и к деоккупации ЧРИ? Джамлел, я об этом уже давно говорю, мы все об этом говорим, обсуждаем, и из-за этого
я стал очень токсичным для всех, для них. Ну, это все объясняет, кто враг, кто стоит, кто управляет и так далее, и так далее. Я считаю, это мое мнение, только лишь мое мнение, я считаю, что все, кто борется не с русскими оккупантами, борется там с Кадыровым, там отдельно еще с кем-то, это люди, которые не хотят свободы. Все, ой, все, хотите объяснять, да. Я вот у моих товарищей, моих друзей есть телеграм-канал, они вошли, они есть такой антитеррор, и у него был канал, он очень много такого философского, религиозной темы, он неплохо подкован в этих вопросах. И обсуждал эти разные, ну, таких прогрессивных взглядов молодой человек. И он фактически за ними гонялся и говорил: давайте подискутируем, вы говорите там это, вы говорите халифат, шариат, имарат, это, то, все там. И он говорил не о госустройстве, он говорит об этом сейчас, а о противоречиях в том бреде, который навязывается людям русской пропагандой. Это нужно понимать. И когда такие вещи говорят, они говорят: о, ты вышел из религии, там, и так далее, и так далее. И сейчас он пошел к ним туда, в это логово их, телеграм-канал. И они, там много наших ребят, вы, наверное, видели, я ссылки оставлял у себя на канале. Я не скачиваю этот телеграм, потому что они и так у меня тут в телефоне, в компьютере хозяйничают, я думаю. Поэтому мне лишний телеграм ФСБшный не нужен. И вот они там разъясняют. У них четкая позиция чеченских националистов, и они четко разъясняют. И причем они в религии подкованы. И те люди, которым он объясняет, я слушал эти видео их, и с одним он там разговаривает, и он говорит: если вы, чтобы не пришла демократия, говорит один из их оппонентов, ну, приблизительно, сейчас я дословно, может, не вспомню всего, говорит, если придет демократия, то есть власть народа, то есть его власть, которая говорит сам, то он готов остаться под оккупацией России. Вот как людям промыты мозги и о чем они думают. И какие они нам тогда помощники в этом деле. И они им хотят объяснить, и там есть люди думающие, люди переживают, думающие, наверное, уже давно подумали, но все равно умные люди там еще остаются. И есть люди, которые переживают за наши дела. И вот они их пытаются им объяснить, что если вы будете так бороться против демократии, эти борются, сейчас, про которых ты говоришь, они будут бороться против Кадырова, ну, короче, против симулякров бороться они будут. И вот такая вот ситуация, которая, они нам не помощники. Они, может быть, не обуза, если он там себе сидит в стороне, не мешает. А если же он нам и мешает, то это уже и вредительство чистой воды получается. Наверное, как-то надо будет тоже этот вопрос. Но работаем. Они работают, вот они творят, создают, контент создают, объясняют. И для меня это очень интересно, важно, и я всем советую послушать. Не советую никому даже заходить в Телеграм, но они у себя в YouTube выкладывают. У кого есть Телеграм, то имейте в виду, если вы есть в этом Телеграме и вы что-то говорите, то фашистская Россия, там, которые нас хотят считать своими гражданами, они вас, то есть могут привлекать, основываясь на том, что вы говорите в Телеграме. Если вы что-то делаете, пишете где-то в каких-то других социальных сетях, то в этом плане нужно запросить у того же Ютуба, у того же Гугла,
у ТикТока даже, нужно запросить. И если это является угрозой, в частности, речь шла о терроризме, раньше на Западе, теперь, как мы знаем, ЦРУ полностью с терроризма переключилась на Китай. Поэтому сейчас эта тема и так умрет, в принципе, об этом. Эти имаратчики, они так будут мутить между нами, потому что есть возможность, инструмент влияния на наши умы, где-то нас столкнуть, где-то нами управлять при необходимости. Русские могут управлять этим имаратом там, или людьми, которые, или турецкие спецслужбы тоже очень тесно имеют связи, отношения к этим разным имаратам и так далее. Сейчас Туран они строят и так далее, и так далее. Поэтому нам нужно будет подходить ко всему и все пытаться разобраться. Сейчас я уже ухожу слишком далеко от основной темы разговора. Если они не борются против КГБ и ФСБ, если они борются против империализма, против ГРУ, которая тут орудует в Европе в частности, и в Турции в частности, в том числе, то нет смысла просто заниматься этим всем. Ну, будут они бороться. Но, с другой стороны, вот знаете, сейчас все были за шариат, за имарат и так далее. Сейчас там одни только остались, да, которые в основном, кто все в Европе, они сейчас уже галстуки одели, уже там, иншаллах, машаллах, там много-много, не говорят они уже этих слов. Понятно, если человек искренне верующий, погружен в религию, он все видит божественное в этом, и он себя целиком мыслями, своим телом, поведением, всем он посвящен в это, посвятил он свою жизнь религии. Понятно, когда он все в каждом слове подчеркивает, говорит это. И то это может быть у постороннего человека, если не говорят о религии, о Боге, вызывать, особенно если это другой религии человек или неверующий человек. Далее это может вызывать какое-то там, даже у своего мусульманина это может вызывать. Ну, я тебе о чем спрашиваю, там, продай мне хлеб в магазине, он тебе рассказывает, что мусульманская умма, она там лучше хлеб пекла, все времена и народы там и так далее. Много фейков, много обмана в этих религиозных делах. И именно поэтому этих религиозных течений, что в исламе, что в христианстве, везде полно просто. Каждый видит и молится, как он видит и знает. Опять ухожу далеко от темы. Если эти сегодняшние люди, которые вчера буквально говорили про ваххабизм, про шариат, про только шариат, все остальное ерунда, выборы это нельзя, власть народу не принадлежит, она принадлежит какому-то мулле и так далее. Сейчас они поменяли ситуацию. И это будет определенное время уходить на нет. Люди, которые верят вот именно таким способом, есть суфисты, есть там салафисты, салафиты, есть там Хизбут Тахрир, есть и у них свое, например, тоже, кстати, политический ислам. И вот эти направления, они останутся среди нас, но главное, они, чтобы не представляли угрозу для чеченского общества, для чеченского государства. Если они нам не мешают, у них есть полное право заниматься своей религией. Также и у нас есть это право. Кстати, говоря, вспомнил, там вопрос один задает. Если мы вот по демократическому принципу придем к власти, вы придете к власти, говорит, и народ проголосует за то, чтобы установить шариат, то есть шариатскую форму правления, отмена демократическая и шариатская форма, то есть теократическая, религиозная форма правления. Можно будет, задает один там человек вопрос, и ему говорят, да, конечно, если чеченский народ выберет, что мы должны вот
вот так делать и так далее. И вот этому антитеррору задает вопрос. И антитеррор говорит, я уеду, конечно, я не смогу жить вот в этом бреду, который будет там, но это, да, я не буду сопротивляться, это выбор народа, он говорит. И ну, тому этот ответ понравился, и потом другой молодой человек по голосу, он говорит, давай так, задает встречный вопрос. А если пройдет определенное время, и чеченцам не понравится, что над ними сидит какой-то имам, муфтий, какой-нибудь король или саудит по шариату, саудит должен быть, это урайшит должен быть хозяином, королем чеченцев. И ну, мы знаем, чем все это закончится, если над нами захочет кто-то стать королем. И что станет с Кадыровым, мы тоже увидим. Хотя Кадыров, конечно, далеко не король, это обычная марионетка, и это немножко другое. Но он ему задает этот же вопрос. На него ответ я не услышал. Может, я там пропустил чего-то, никак не понял я ответа. И, ну, это такой, да, риторический вопрос, потому что на него ответ нет. Никто не отдаст власть. Они даже утверждают, что в случае, если силой они могут захватить власть, то эта власть принадлежит в соответствии с законом их, который они поддерживают закон, с этим законом, что эта власть законна. То есть мне достаточно набрать группу лиц, которая готова совершить государственный переворот, убить там первых лиц, президентов там, или даже амиров, как это в истории халифата было, как убивались и братья, и дети, и другие, чтобы эту власть... И все, я уже у власти, все, это власть моя. Причем она не ограничивается во времени, и никак она не контролируется. Механизма такого нет. Ну, наверное, как решат саудовские короли. Наверное, так и они хотят. Но это мы переболеем, это мы поймем, это слишком, это во время угара войны, когда мы находились в плотном информационном прессинге, нас не только бомбили, терроризировали, но нас еще информационно очень сильно терроризировали. И сейчас мы начали это все понимать, просыпаться, чуть-чуть нужно время для того, чтобы человек осмыслил. Возраст приходит, особенно радикальные какие-то взгляды во время какого-то морально-психологического потрясения, особенно у молодых людей, это бывает очень ярко выражено, особенно у нас, у чеченцев, это ярко выражено. И по всем это можно молодым людям нашим сказать, все были молодые. И та невероятная несправедливость, которая была по отношению к нам совершена фашистской России, и не то, что даже поддержали в этом, практически никто не поддержал Россию в геноциде чеченского народа, а вот молчаливое замалчивание, ну такое откровенное замалчивание, вот это вызывает бурю негодования, особенно среди молодых, и нам нужно, перед нами нужно реабилитироваться многим странам, и чтобы мы чуть-чуть в этом нормальном цивилизованном мире поняли, что это наше место, мы здесь имеем определенные права, и вот от них мы будем исходить. Поэтому это все умрет. Сейчас ЦРУ переключилась на Китай полностью от терроризма, то есть от исламского терроризма, который нам на протяжении последних 20-30 лет преподносили. И первыми, кто предлагал услуги по борьбе с террористами, как любые бандиты, которые крышуют там какие-нибудь ларьки, подходят к этим бандитам, продавцам этих, хозяевам этих ларьков, и создают им проблемы, чтобы другие бандиты пришли, и ну, можно было денег, положение денег с этого бизнесмена, чтобы другие пришли и решили этот вопрос. Вот приблизительно так действовали на протяжении вот последней моей жизни, моей истории, как я вижу, эту, анализируя все, что происходило. Я вижу, что русские предлагали, создавали этих террористов, исламистов,
дома в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Это совершили арабские террористы, которые очень тесно контактировали с русскими спецслужбами. И об этом нам Боровой рассказывал, он живой, слава богу, здоровый, живет в Америке. Он рассказывал, что к нему приходили ГРУ, а ГРУ замешано во всех этих, чаще всего говорит, исполнители ГРУ, ФСБ обычно сами ничего не делают, они только управляют и дают команды. То есть фабрика имперской мысли это ФСБ у них, а инструмент все остальные. Вот таким вот образом Россия создавала террористов, предлагая решения для Америки и становилась полезной. Именно поэтому американцы влезли. Я не сомневаюсь, что это была операция российских спецслужб по втягиванию Россию и в Афганистан, и в Ирак, в Америку точнее, извиняюсь, для того, чтобы она погрязла в этих войнах. А победить в этих войнах, в религиозных войнах невозможно. Практически невозможно. Переделать людей, которые верят, вот, например, талибы, это большая часть, это пуштуны, которые большая часть вот, представления. И это созидается, ну, переплетается, вот, талибское вот это движение, кочевничество, такое дервишинизм, когда человек ограничивает себя во всем, он поклоняется Богу, очень скромен в одежде, в еде, во всем. Вот это больше связано с национальной культурой пуштунов. И их переделать невозможно. Да, им навязана определенная религиозная направляющая. И они в это их подпитывают, подкармливают, они дружат с пакистанцами, они дружат с другими там разными режимами. И Америка потеряла триллионы, 20 лет триллионы долларов, 20 лет на эту войну бессмысленную, непонятную. Получила очень много плохих отзывов, совершались страшные вещи, наносились удары не специально, как это делают русские, но во время войны происходили неточные попадания в разные места и гибель огромного количества мирного населения. Погибло много военнослужащих стран коалиции. Ну, война есть война. И в итоге ничего не изменилось. Там остались те же люди, те же понятия и так далее. Хотя изменилось, мне кажется, все-таки в Афганистане ситуация изменилась. Все равно и талибы даже изменились. И талибы даже начали себя... Вообще была дикость полная в начале, когда это до вторжения. Вообще полная дикость. Ну, по крайней мере, нам так это представляли. Поэтому борьба с терроризмом, с исламизмом, она спадет на нет. И те люди, которых вы видели, это сейчас только нам публично стало известно, что с ЦРУ переключается, об этом нам Deutsche Welle или Голос Америки сообщил, что переключается на Китай. Значит, русским нечего предлагать. Нет, все, исламские террористы уже не котируются. Неинтересно с ними бороться, потому что, ну, извините, это все оказалось фейком. По большей части были настоящие террористы, и терроризм это вообще форма ведения войны, и не какая-то не идеология, а вот были люди, которые навязывали радикальную версию ислама для того, чтобы подогревать этот конфликт. И вот вы сейчас те блогеры, которых вы видели, те политические деятели, которые были, бороды были, все, это все сейчас уйдет, сейчас они все будут в соответствии с демократическими, общепринятыми в мире правилами рассуждать. Вы если видели, есть такой парень, Хусейн, который в Украине, я его видео у себя выкладывал, он говорит, что мы будем говорить там не о мир, а у нас звания будут, офицеры, командиры. Это так было всегда в чеченском государстве. Так и должно быть. И это правильно, что люди начали понимать и возвращаться к некоторым вещам. Но это нужно не делать
вот сиюминутно, а это должно быть стратегией нашего народа, нашей нации, нашего государства. Поэтому я думаю, это небольшая проблема, тот радикальный. Она сейчас только чеченская проблема будет. Но все меньше и меньше ФСБ будет выделять деньги на это. Да, вот эти последователи останутся, деньги будут меньше выделяться, и, соответственно, это будет неинтересно. Если нету проповедников, которые призывают к этому, то паства, обманутое паство, они не знают, что делать. Они абсолютно не представляют. В этом чат-рулетке, в телеграм-канале они там разговаривают. Но человек, один из самых таких подкованных в религии, который оппонент Чирей, антитеррора Чирей, он не знает вообще даже не представляет, вот, понимаешь, что это вообще человек не представляет, он в религии там разбирается, он даже не представляет, что мы строим, куда мы идем, куда нам надо. Он говорит, демократия, цахулича, хинздол айдл смекеру. То есть, гаска айдл мекштук. Все, этим все объясняется. Так, давайте ваши комментарии, друзья. Перейду. В чеченском языке, так, это не мне. Что-то я так понял, народ, а моих, значит, так. Асай, футбол, магазин. Да, подарок, Фрея. А 10 талибам надоело воевать, захотели пожить мирной жизнью. Да. И правильно сделали. Воюет народ. Аслам, права ли я, если думаю, что Эрдоган воспользуется сегодняшней ситуацией в Украине как посредник? Путлера задавит рашистов в Сирии, уничтожит, Туран в Кавказе возьмет верх. Не знаю, Довели, конечно, то, что вы говорите, так вполне может быть. Я уверен, Эрдоган непростой парень, конечно же. И просто так Путлера он себя вокруг пальца обводить не даст. Но хотелось бы, чтобы сейчас все сосредоточились на Украине. Поэтому у меня претензии и Эрдогану, потому что вообще не нужно заигрывать. В общем, четко раз и навсегда, не пытаться там где-то извлечь к себе какую-то выгоду и так далее, и так далее. Рашистов, не знаю, уничтожат они или уберутся из Сирии, скорее всего. Тоже, конечно, конец влияния фашистской России в Сирии будет положен. А Туран на Кавказе, не знаю, возьмет он верх или нет, но я знаю, что Чеченская республика Ичкерия не будет входить в Туран, пока чеченский народ на свободном волеизъявлении не проведет референдум о вхождении в тот или иной союз. Или это примет парламент, свободный парламент, не тот парламент, который нам сейчас пытаются навязать в лице там людей, которые выступают на стороне России, и людей, которые не гнушаются общаться с такими людьми и входить с ними в какие-то союзы. Если эти люди окажутся у власти после деоккупации, это будет условная деоккупация, если по такому сценарию пойдет. Потому что в противном случае чеченский народ, конечно же, проведет информационно-разъяснительную работу с гражданами страны и потом предоставит выбор. Но нам это должно быть интересно чеченцам. А так, просто войти ради войти, я не думаю, что... Поэтому на Кавказе Туран возьмет верх или нет, я сомневаюсь, потому что на Кавказе мы есть, и мы никуда не делись, и никуда не денемся, и так будет, наверное, всегда, пока есть, потому что мы такие же полноправные хозяева на этом Кавказе, как все остальные. И, как говорится, как это татары говорят, не помню сейчас точно, нам нет разницы. Главное, чтобы у нас была свобода и то, что мы сами для себя считаем верным. Вот что нам важно. Чтобы было все остальное, не знаю, что будет.
А то, что Путлера задавят, опять же, возвращаясь к вашему интересному вопросу, в этом я не сомневаюсь нисколько. И Турция, я отделяю Турцию от Эрдогана, Эрдогана от Турции, потому что это всего лишь временный пока человек, который имеет свои какие-то взгляды, и где-то он как-то поступает. Ну а Турция, она всегда, она член НАТО, она очень в хороших отношениях с Соединенными Штатами, больше, конечно, хорошие отношения с Великобританией. И вот, ну, вот такая вот ситуация. Не знаю, как что будет, но посмотрим. Нам, чеченцам, нужно создавать на местах гражданское общество, каждый должен заявлять. Но еще, конечно, угроза не ушла, угроза она есть над родственниками, которые в Чечне. И я думаю, потихонечку люди начинают смелеть, говорить. Буквально 3 года назад или 5 лет назад это такого мы все видели, что этого не было. Посмотрим. Так, я американец. ЗОД, мама еврейка. Отец мой и вся моя родня из ЗОД. Я 2019 из любопытства сделал анализ ДНК и показал, что у меня, у моего брата большой процент ногчи. Я люблю Азербайджан. Эд, да ты ногчи, Эд, ты вид у тебя внешний ногчи. Так что все уже. Талибам надоело воевать, так это не то. Я из Дагестана смотрю твои ролики с 2019 года, всегда поддерживаю. Вольф. Баркал, Вольф. У нас есть такая пословица, когда в доме нет кота, крысы борзеют. Так ведь себя хось юштар кутом, смотри видеоролик сегодняшнего Кавказ Реали, что он там говорит. Что Мариуполь назвать Кадыров городом. Ну, знаете, когда мы разоблачаем русскую ложь и их планы, это не значит, что они останавливаются. Да, они иногда останавливаются, иногда меняют свои планы, но иногда они слишком много в это вложено у них или не обращают по какой-то другой причине внимания, они продолжают свою эту линию гнуть. А эта линия, которую вот сейчас они гнут, если речь идет о переименовании Мариуполя в Кадыров, Кадыровград какой-нибудь, это чечено-украинский чеченский народ, чтобы два братских русских и украинских народа как бы не были виновными и используйте чеченский народ. Типа вот так спасите. То есть бросает к ногам фашистской России Путина чеченский народ, чтобы тот мог пользоваться и использовать. И имя доброе чеченского народа, и молодых людей, и недра, и все остальное. Поэтому то название, которое они пытаются, это продолжение из той же оперы. И могут они назвать всю Украину Кадыровщиной, как угодно они могут назвать, но пинка им оттуда дадут, и скоро будут и до Москвы дойдут, до Алмула. Добрый вечер, ведущий чат, Вован Гнусный. Добрый вечер, витаю вас, Вован. Асамбек Тутай, есть такой американский политолог Рамис Юнус Азербайджанец. Он объясняет политику Эрдогана. Да, я смотрел этого Рамиса, он иногда что-то на чеченцев, мне кажется, как-то или относит нас к россиянам, я не понял так, что-то было, проскакивало. Так, Евгений, вечер добрый, остановимся. Ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам, Евгений. Аслам, футболка зачет. Форма, Бенетон, нервно курит в углу. Дуже дякую за комплимент, Евгений. Футболка самая обычная. Так, зачем Чечне куда-то входить, тот же Туран? При всем уважении, это чисто тюркское объединение. Надо создавать Кавказский союз независимых республик. При всем, я думаю, Ваха Йорк, ты абсолютно прав. Нам нужно создавать свой Кавказский союз. У нас есть не только туранцы, например, грузины, они не тюрки,
Еще есть народы, которые не являются тюрками, туркоязычными. И мне лично, опять же, я никому ничего доказывать не должен, что я там к Турции, к турецкому народу отношусь хорошо, но при всем при этом мне менять шило на мыло, менять Россию на какой-то Туран абсолютно не привлекает. Чеченский народ, чеченское государство должно быть абсолютно независимо и само решать. И также касается других наших соседних республик, которые с удовольствием, просто нету потребности, не видно желания этих народов, которые живут, что они хотели бы. Ну, нету, никакого движения нет, даже маломальского. Есть отдельные там люди появляются, и все, и на этом закрывается этот вопрос. Этого недостаточно. Что скажешь о том, что дагестанский чеченский шариат признал смерть и войну в Украине шахидов? Расул Хазаев. Что скажешь о том, что дагестанский чеченский шариат признал? Ну, я об этом говорил, конечно. Я, конечно, не мулла какой-нибудь, но воевать в чужой стране за чуждые и религии, и национальным интересам, за деньги, мне кажется, это шахидом там точно не пахнет. Турция раньше в США очень хорошее отношение было, в последнее время не очень. Ну, наверное, из-за Эрдогана. Эрдоган там свое гнет, наверное. Доброго вечера, всем витания, Идея нации. Доброго вечера, витаю вас, Идея нации. Причем там фамилия, я, например, Хевсур. Хевсуры считаются грузинами, и фамилия у меня Арабули. Но генетически нам ближе всего соседи ингуши и кисты. Ну, кисты это чеченцы, Ваха-Йорк. А хевсуры, они мусульмане? Или нет? Нет, по-моему, хевсуры не мусульмане. Бацбийцы мусульмане у вас. Это тоже чеченцы, кстати говоря. Хочу увидеть, как дурдом Рашкарстана закроется навечно. Да. Также я начал интересовать моего деда. Привезли ЗОД, когда он был ребенком в 1868 году. ЗОД был османской, и ему дали фамилию Мамедов. И я горжусь, что я Мамедов. Все, кто против фашистской Российской Федерации, мои братья. Так, что сказать о том, что Дагестан, так, это уже было. Слава Украине. Героям слава. Если так любят менять названия городов, то пусть Санкт-Петербург переименуют в Питер-Юрт. Да. Точно. Что сказать о том, что Дагестан, так, это было, так. Ну ты вот, Расул, не засоряй одними и теми же вопросами. Так можно бан получить. Кавказский союз это логически давно перезрелая Атуран, говорит. Это вопрос был. Так. Херсуна, да, Хевсуры это грузины, точно, да. Так. Хевсуры христиане, да. Так, друзья, я в начале своего стрима, как обычно, должен был вам рассказать про потери, которые несут русисты в Украине. Так, сейчас одну минутку. Я был сбит тем, что мне нужно было вводить данные, но так, вот нашел. Так, за прошедшие сутки уничтожено, нам сообщает Генеральный штаб Сбройных сил Украины, сообщает, что 200 единиц оккупантов уничтожено за сутки. Как мы помним, вчера было 43 тысячи, сегодня 43 200. 3 танка, сегодня танкистам повезло, и стало 1849 танков всего. 4108 боевых бронированных машин, плюс 8 за сутки, 975 артиллерийских систем, 1 за сутки, 261
1 РСЗО 0 за сутки, Anti-Aircraft 136 2 штуки за сутки, самолет 1 сбит, 233 всего, 193 вертолетов, 0 вертолетов за сутки, БПЛА оперативно-тактического уровня 778 всего и 6 за сутки, крылатых ракет 185, кораблей 15, автомобильная техника и цистерна 3021 и 3 штуки за сутки и 90 специальная техника, 0 тоже за сутки. Вот такие вот дела. Так, это на 12 августа. 12 августа 2022 года. Так. Дело в том, что мы как-то тюрков наоборот, мы поддерживаем укрепление братской экономической военно-политической, но толкать к нам проект изначально заточен на тюркский мир. Да, именно так, Джагар, нам это не интересно. А сам, по-моему, у нас дома идет пропаганда, что если Украина победит, то они в первую очередь начнут войну в Чечне. Поэтому надо, чтобы Россия победила. Украинцы, ну, это их логика, она говорит. Украинцы-то знают, кто их враг. Ну, они накручивают. Смотрите, они не зря вот столько лет нам строили мечети. Да? Вчера они в советское время нас убивали за то, что мы молимся, а теперь они нам строят мечети. Это не делается точно не просто так, выделяются миллиарды рублей для того, чтобы построить эти мечети. Соответственно, нас к чему-то готовили. Нас нужно было взять под контроль этой религии, той самой, которую они управляют, и направлять нас туда, куда им нужно. Сейчас же, когда началась война в Украине, мы теперь понимаем, что речь шла о том, что они объявляют священной войной против нацистов там, и разных западных происков. И посылали бы наших ребят воевать. И это реально война бы тогда потихонечку превратилась. Ну, если бы русским удалось, 3 дня они захватили Киев там, и так далее, власть бежала, остались разрозненные группы какие-то, их русская армия уничтожает, и есть каратели, которых посылают вперед, и которые убивают украинцев, и тем самым борются. И таким образом это могло бы затянуться очень далеко. Это невероятно, что так не получилось. Даже в 2014 году, благодаря тому, что Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский, Амина Акуева, Адам Осмаев тогда еще сидел, вот эти и их товарищи все приехали, избили эту волну. На самом деле тогда это все планировалось, что вот мы начинаем против рашистов, против Украины воевать, говорили рашисты, что это делают чеченцы. Но потом эта волна была сбита, они дальше пройти не смогли, они были остановлены, и после этого они выкинули всех оттуда кадыровцев. Они там беспредельничали, что хотели, творили, их там арестовали, задержали, всех выдворили из ДНР и ЛНР своего. И дальше они готовились для того, чтобы мы вели священную войну против вот происков разных западных вот этих вещей и против нацистов. А нацизм, национализм в исламе это зло, и так бы они объясняли бы, что нужно бы это джихад, и мы должны бороться там и так далее против украинцев. Сейчас же все пошло наперекосяк, все не получилось. Это как вор, грабитель, который ворвался, получил в нос, и теперь виляет и думает, он еще дерется, он еще отмахивается, но он думает, как бы свалить. И он пытается говорить, он говорит, слышь ты, мужик, ну я же это, мимо проходил там, извини там туда. А украинцы насыпают. Им американцы перчатки дали, и они сейчас им насыпают там. И вот в этой ситуации нам, и война-то продолжается, она еще, по всей видимости, вот то, что мы видим, да, я не знаю, сколько это продлится, но по всей видимости, то, что запрет на Шенген выдается там 3 месяца, 6 месяцев, и после этого уже дольше не выдавать, да, эти визы, они не будут иметь право пользоваться. Сейчас запретят, но еще какое-то время люди с визами
какое-то время могут еще и находиться, и ездить там, и так далее, и так далее, кто уже находится в Евросоюзе. И, по всей видимости, война может затянуться. Если всех русских выгоняют, Зеленский их позвал, ничего русские не делали, засылается агентура, она просто, мы видим только агентуру. Друзья, давайте быть честны и объективны. На украинском YouTube телевидении, ну, все россияне, да, не будем говорить, агенты они или нет, россияне просто, не все, конечно, но засилие. Откровенно генерал КГБ там сидит, Гудков, его допрашивают, его там опрашивают, с ним разговаривают. Разные там Фейгины и так далее, и так далее. В огромном количестве засилие идет. И что-то нужно делать. Западные спецслужбы, они, наверное, всех переварить нужно время, силы, средства. И русские ничего не делают. Они приезжают, и все, на митинги не ходят, ничего, их огромное количество приехало, и все, сидят, и даже на митинги не выходят. Против своей вот этой фашистской власти, против этого. Ничего, вот мы свалили, и слава богу, все у нас хорошо. Но это особенность, на самом деле, русского человека, пока его лично это не касается, он до конца будет. Моя хата с краю, ничего не знаю, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень правильное решение, при всем при том, что не всех будут выдворять, политические убежища люди будут получать. А вот все вот эти туристы, там же прямо речь о туристах идет, которые тут путешествуют, получают визы и так далее. И потом он просит политическое убежище. И потом год с ним разбираются, а этот год или 2 или 3, с учетом количества беженцев, а их сейчас много, тема затягивается. За эти 2-3 года он делает тут разные вещи, какие бы не следовало делать, в угоду Путину, там, банпритону, так называемому посольству в стране, где он здесь в Европе пребывает. Поэтому в этом плане нам нужно вычистить всю вот эту грязь. Нам никакой угрозы Украина не представляет. Украина наш естественный союзник. И я надеюсь, будет оставаться им. Потому что ничего плохого именно между нами, без России, у нас никогда не было. Только хорошее мы друг другу видели. И я думаю, таким же макаром нам нужно продолжать наши отношения. Я думаю, так и будет. Да, особенно с учетом того, что сейчас там воюют наши сограждане, наши соотечественники, которые будут еще больше укреплять наши дружеские отношения. И это хорошо, что мы так будем делать. Если сейчас какая-нибудь там каша не получится, я думаю, все хорошо. Можно ли будет получить политическое после этих запретов, говорит Давса Киев? А вот я как раз об этом только что сказал, Давса. Да, конечно, если вас преследуют, конечно, вы имеете право. Ну, все просто, российский вот этот интернет, зайти туда, ну, вот я просто даже фамилии называть, просто всех россиян возьмите, которые сидят, у них по 200, по 300, по миллиону подписчиков, 1200, 300, там, 500 тысяч, сидят и вообще ничего не делают, абсолютно. Сидят, ну, кто-то кое-что делает, а некоторые, сейчас самая большая, их очень это задело, очень больная тема, что вот там россиянцам всем сказали покинуть. Ну а как иначе? Как иначе? Если вы не сражаетесь, ваша страна сражается, убивает женщин, детей, стариков, разрушает города. Вы ничего не делаете. Именно так нам нужно, чеченцам, поступать. Я помню, был приказ Масхадова, уже война шла, уже какой-то это год был. Он сказал, что никаких контактов нашим партизанам с русскими не надо иметь. С русскими, под русскими, которые там подхолопными с ними общают, ну, работают. С ними никаких контактов. Только так можно освободиться. Вот какая система у русских, у русского государства. А есть спецслужбы, ГРУ, там, они разной национальности, там, и чеченцы есть, все подряд есть. Они внедряются, ты не можешь, они делают все, что тебе нужно. Они во всем тебе поддерживают. Ну вот где-то, или просто информация, сбор,
или где-то в нужном месте он вот туда повернет. Например, повернуть вывести на обсуждение на 91 год развал Советского Союза. Это сейчас у них тема номер один. Им очень нужно, чтобы сейчас вот как-то начали с ним на эту тему, с ними начали как-то дискутировать. И они могли пойти на законных основаниях, там, начать. Но если они сейчас пойдут в суд и скажут там, или там заявят об этом, юридически как-то будут требовать, ну просто никто не придет к ним на этот суд и скажет, да, идешь ты со своим судом, со своими вот этими решениями, кто в 91 году правильно развалился Советский Союз, КГБ правильно его переформатировало или неправильно, это сугубо ваше. А если мы поднимемся, или здесь силы поднимутся, которые за них, но они представляются полностью за нас. И эти силы начнут говорить, что да, нужно, что Россия должна стать там, с ней ее надо, правовой статус не решен с 91 года, и это надо решать там и так далее. Вот тогда они быстренько подскочат, скажут, да, конечно, давайте сейчас решим и обсудим. И вот в таком случае они могут претендовать уже на восточную Берлин, восточную часть Берлина. И, ну, советский 45-й год они заявляют. Вот на этой территории у них будет расширяться. И они будут говорить уже на законных основаниях, мы тут восстанавливаем свою страну там и так далее, и так далее. И, ну, бред вообще, я не понимаю, как им это удалось. Я вообще с самого начала, когда этого Федорова слушал, я был потрясен, вот этот Федоров, есть депутат Федоров. Я был потрясен бредом, который он несет. Я сперва думал, это ненормальный человек. Потом я послушал, очень умный человек, очень, но несет абсолютно невозможную вещь. Значит, у них такая установка. И если они не смогут, как гласит чеченская пословица, если хочешь этот берег, бейся за тот. Вот они, если не смогут восстановить 45 года, они постараются восстановить все, что смогут захватить, ощетиниться своими ракетами, бомбами, мобилизовать народ и объявить смену государственного строя. И полностью произойдет переформатирование государства демократического, оно превратится в, оно будет, может называться, демократическое, есть, как мы знаем, либерально-демократическая партия Жириновского абсолютно была не либеральная, далеко не демократическая, и создана она была по приказу Андропова. Поэтому вот, вот какие нас ждут события. Я опять начинаю что-то говорить и ухожу в разные вот эти. Я хочу просто, как знаете, чеченцы, как опять, видите, новая мысль. Мы, чеченцы, я хоть и говорю на русском, но я чеченцам хочу объяснить одно, что я понял о нас. Мы народ, который сами знаем, что для нас хорошо и что для нас плохо. И нам не нужно приходить кто-то и говорить, вот тебе это хорошо, вот это тебе плохо. И они, враги наши, знают, потому что среди них есть представители нашей культуры, которые тоже знают. И они нас пытаются сбить. И нам нужно объяснить что-то, что мы сами в это должны поверить. И вот мы сами уже двигаемся. Все, нам не нужен хозяин, который указывает. Мы не русские, мы свободные люди. И вот они занимаются потом. Религия, необразованность религии огромного количества людей и большие испытания, которые и набожность чеченского народа, она накладывается, и очень удобный инструмент, и не только над нами сейчас, а на протяжении всей истории над всеми народами использовался этот инструмент, религия, воздействие религии на умы, на подавление их воли и управление ими. Нам, чеченцам, нужно четко разобраться, что нам нужно, объяснить каждому чеченцу и оставить этих чеченцев, чтобы они сами двигались, чтобы они сами знали. И наша задача разъяснение. Вот тем, что сейчас мои товарищи в Телеграме, на канале Антитеррор ЧРИ занимаются, и вот все остальные, кто занимается. Наша задача просвещение, объяснять людям. И как только чеченцы поймут, они понять, если мы правильно объясним, они не могут, потому что мы объясняем реальные вещи.
И отказаться от этого они не могут. Потому что это нужно каждому из нас. Каждому. Вот сейчас Украина сражается вот за это же, за то, что мы говорим. Она сражается. Молодые парни отдают свои жизни, как тысячи наших парней отдавали свои жизни, за то, чтобы мы жили свободно. Чтобы мы сами решали свою судьбу. И вот надо каким-то найти язык, хотя пропаганда, работа русских огромна, но нам нужно как-то донести, уже получается, уже понимают люди, многие понимают. И все, и когда мы чеченцам объясняем, что им делать, вот смотри, вот это твое, вот это правило, вот из этих правил ты не выходишь, у тебя есть вот эти свободы, вот эти права, полный вперед. И все, его трогать не надо, он сам будет. И создавать будет, он творить будет, он улучшать будет, законодательную базу улучшать, там, создавать там технические. Ну, короче говоря, как в любом свободном обществе, где свобода мысли, она стоит над всем. Человек может свободно мыслить, излагать свои мысли и творить, создавать. Да, мы к этому придем. Главное, осознание у нас этого есть, и мы к этому придем. Да, Цаши Куевич. Должен быть президент, парламент, все это не отменяется. Просто нужно объяснить, что, куда, смотри, вот есть выбор. Мы все перепробовали, как американцы говорят. Американцы пробуют все способы неправильные для того, чтобы найти этот правильный способ, как что-то сделать. Вот приблизительно так мы и пришли к своему же историческому государственному строительству демократии. Это просто проще пареной репы для любого человека. Это, я думаю, будет понятно. И нужно разъяснять, конечно. Есть отмороженные. Но отмороженных мы не трогаем, они остаются за бортом. Да, потому что они ничего не решают. Так, Аслан, ты говорил о предварительном переходе из ФРФ в демократию. Расскажи поподробнее, Баркал. Эд, предварительный переход, я имел в виду, что концепция обусловленной независимости, это концепция, предложенная в 2003 году Министерством иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия, когда на тот момент возглавлял ее Ильяс Ахмадов. Это единственный человек, которому Аслан Масхадов разрешил, как министр иностранных дел, остаться. Остальных всех действующих чиновников он позвал на родину, а не заниматься здесь бесполезным делом, когда государству нужна помощь. Ильяс Ахмадов представил эту концепцию. Она называется концепция обусловленной независимости, где чеченцы, мы ее много переделали, очень много там внесено изменений, но основу сейчас мы брали эту концепцию обусловленной независимости. Мы ее немножко переделали, название немного изменили, слово концепция мы оставили, но все это будет представлено сейчас, пока идет еще обсуждение, мы показываем компетентным людям нашу концепцию и дальше будем продвигаться. Если вкратце сказать, что представляет эта концепция, то сейчас, когда нам нужна помощь извне, государственные институты наши разрушены, наши представители власти, кто убит, кто посажен, кто запуган, кто перешел на сторону врага, и осталось очень мало людей, которые реально какой-то вклад делают. И его недостаточно, чтобы сменить вот эту оккупационную власть. Вот этого нашего маленького вклада, их вклада, и моего в том числе, его недостаточно, чтобы мы могли что-то изменить. И нас на протяжении многих лет представляли дикарями, террористами, исламистами и так далее. Поэтому концепция заключается в том, что мы обращаемся к международному сообществу, к Организации Объединенных Наций, которую мы просим создать специальную группу для наподобие, как в Косово это было, для контроля, для поддержания
чеченской нации для формирования институтов и ветвей власти на территории Чеченской Республики Ичкерия. Судебной системы, правоохранительной системы, законодательной системы, ну и, соответственно, там всего остального. Также подготовка обучения современным пограничным мерам, которые применяются, потому что для государства иметь границы это обязательно, тем более имея такого соседа, как фашистская Россия. И для того, чтобы, и это делается на временной основе, это может занять 5 лет, это может занять 10 лет, это может занять какое-то другое время, я не знаю, это все будет обговариваться, это у нас не прописано в нашей концепции, мы по времени не говорим там ничего, но если Организация Объединенных Наций, как в Косово, например, возьмет контроль, нам нужно государство-спонсор, которое нас профинансирует. Таким государством-спонсором я считаю Соединенные Штаты Америки. Во-первых, это богатая страна, во-вторых, она очень ранее высказывалась именно с таким предложением в нашу сторону. И после Первой русско-чеченской войны американцы, Хусейн Исханов об этом неоднократно рассказывал, предложили включить Чеченскую Республику Ичкерия в бюджет Соединенных Штатов Америки. Расходы для Чеченской Республики Ичкерия включить в расходы бюджета Соединенных Штатов Америки. Аслан Масхадов почему-то отказался от этой идеи, и мы пришли к тому, к чему пришли. Не потому, что он отказался, но мы пришли к тому, к чему пришли. Поэтому я считаю, что Америка может позволить. Я за то, чтобы не просто мы вошли в Евросоюз, вошли в НАТО, обязательно. Это для меня тоже очень важно, потому что чеченский народ это воинственный народ. Воинственный в смысле не воюет со всеми подряд, а умеет это дело, если он считает, что он прав. И у нас есть хорошая военная школа, очень хорошая школа, многовековая, которая передавалась, пользовалась успехом в ведении этой борьбы против фашистской России. И, например, Соединенные Штаты выражают готовность быть спонсором. Я уверен, что это произойдет. Не знаю, у меня нет никакой инсайдерской информации. Я просто верю. Этому нет никакого у меня фактического доказательства, что так произойдет. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что новый миропорядок, который сейчас меняется, это может занять 10 лет, это может занять меньший срок, но новый миропорядок невозможен без суверенного, независимого чеченского государства. И той несправедливости, которая когда-то, как по отношению к евреям была совершена, по отношению к чеченцам была совершена вот в этом 21 веке, в новейшей истории. И не может построиться новый миропорядок, который, конечно же, будет основываться на гуманизме, на верховенстве права, без признания тех страшных преступлений, которые совершены над чеченским народом. И вот на это у меня вот вера в доброту, вера в справедливость, скажем так, не в доброту, а в справедливость на этой земле, потому что то вопиющее несправедливое преступление, которое совершено при молчаливом согласии многих, оно не может остаться. Я в это верю просто. Искренне верю, что не может остаться безнаказанным, незамеченным и так далее. И я прилагаю, как ты видишь, максимально к этому усилия. Всех вас призываю, ты тоже прилагаешь к этому усилия, и всех призываю еще больше и больше прилагать эти усилия. И таким образом мы сможем создать судебную систему, что является, наверное, одним из самых важных
судебную систему создать, создать свои регулярные войска, свою полицию, свои пограничные войска и создать законодательную базу при помощи нашего парламента. Открыто, честно чеченцам объяснить, смотрите, вот правила, это надо разъяснять, но к этому нужно еще до этого дойти. То есть сейчас мы разъясняем немножко другое, мы разъясняем только то, что должно быть у чеченца на подкорке просто записано, что демократия это основа основ, что демократия это суть чеченского бытия. Вот мы сейчас пока только это объясняем, так далеко мы отброшены назад, но я думаю, без сомнения, что мы вернемся к уже разъяснению, детальному разъяснению демократии, устройства чеченского государства, чтобы народ включился, чеченцы, в эту работу, в эту борьбу, если можно так сказать, и улучшал и создавал что-то новое в законодательной области, чтобы вот это чеченцам подходит, вот это близко чеченцам. Для этого нужно, конечно, изучать законодательные базы других государств. Для этого нужно изучать древние, не только сегодняшние, но и древние, чтобы потом прийти к чему-то, что вот именно это будет наша особенность, как это будет особенность, как она есть особенность у каких-нибудь стран, там Швейцарии, каких-нибудь там Израиля того же. У каждого свои есть особенности в законодательстве, которые мы тоже должны выработать и их внести в международное сообщество. И благодаря только вот этой протекции со стороны Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций, только с их помощью мы сможем, на мой взгляд, прийти к построению такого цивилизованного, нормального, удобного для проживания, безопасного, человечного, гуманного чеченского государства, которое мы обязательно построим, без сомнения. Да, мула, да, мула. Как-то так, друзья. Так, друзья, наш стрим заканчивается. Так, Чечня, а также наши херсурети вместе с соседями на самом деле всегда были демократическими. Демократия дословно есть власть народа. Именно народ все и решал. Царей, диктаторов у нас никогда не было. Ваха Йорк, да? Россия сама себя выкопала могилу и готова. Аслан, ты им сильно помог. Свобода и смерть. Так. После победы Украины над Российской империей у русских появится прекрасная возможность создать русскую республику. Да? Так. Россия 500 лет себе могилу роет, но не попадает, потому что у нее есть мощнейший ресурс. Вечно немного потерпельское наше вабрированное население, с которым можно делать что угодно. Да, к сожалению, ты прав. И смех, и грех, как говорится. Лубянские правоведения под прикрытием религии нас обманули и обманывают. Да? У Аслана Масхадова плохой переводчик был в поездке в США. Вот, Фрея. Это тоже возможно. Там вокруг Аслана Масхадова было очень много агентуры, как потом выяснилось. Ну и просто ненадежных товарищей. Да. Так. Так-то я перемотал, друзья. Чем лучше США от России? Турецкая так. В смысле, чем лучше? Турецкая такла. Всем на твой прямой простой вопрос я тебе отвечаю просто и прямо. Всем. Так, наша религия деятели, дармоеды, как мулы, имам муфти служат больше, говорят, чем Аллаху или своему народу. Так, турецкая такла, так. А самое главное, потребовать свои деньги у РФ. Да, конечно же, если же мы возьмем протекцию, у нас появится спонсор, который нас профинансирует, этот спонсор захочет вернуть свои деньги, которые он вкладывал в это. И так должно быть. И Россия нам должна денег, и как американцы, никто лучше у них забрать их не сможет. Поэтому мы будем работать в этом направлении. Так.
Вначале всегда сложно, потом будет все хорошо и будет Ичкерия свободная, процветающая. Сложно не то слово. Да, мула, Фрей. Только послушать этих хаса, ту из всех видов внешних врагов, детский лепет по сравнению, что они нам говорят, готовят. Да. Довели, Казахстан начнет нефть качать через Азербайджан. И это еще одна щупальца отсекут от тела Аркастана. Какое отсечение было бы больше кровопролитнее на сегодняшний день? Было бы более кровопролитнее на сегодняшний день. Ну, вообще, сами санкции, которые есть, они имеют огромный эффект. Пускай они имеют экономический, а русские говорят, нет, никакого эффекта это нет, или так далее. Уход Макдональдса, уход вот этих брендов и так далее, санкции, которых там более 1000 уже наложено, это имеет морально-психологически просто огромнейший удар. Это надо знать просто, эту культуру и находиться в этом. Они могут кичиться там и так далее. Путин крутой только лишь потому, что его принимали в Белом доме и тут на Западе. Как только его перестают принимать, проходит время, он уже не интересен. Как бы русские не хорохорились, что бы они ни говорили, для них показатель и индикатор, такая мера, это Запад. И это Германия и страны Балтии, между прочим. Только лишь потому, что страны Балтии в Советском Союзе, они были бедными, они не были, как Москва, даже богатыми. Эти страны Балтии в Советском Союзе, республики в Советском Союзе. Но из-за того, что они были интегрированы больше на Запад, с ними считались, их уважали, их не любили за это там в России. Вас не любили, кстати говоря. Поэтому в этом плане это очень мощный удар. То, что вы сейчас говорите, Азербайджан и Аркастан, это тоже очень, нефть, это очень важно, нефть, газ, это самое важное, за счет чего они живут. Вооружение, тоже огромная статья доходов у них была, она падала, конечно, но вот сейчас еще больше упала, да, потому что оружие не покупают уже у них, и санкции. Поэтому самое большое, я, если честно, так особо не задумывался, что будет сделано. Самое большое было бы отсечение, как бы это ни казалось несовместимо, именно учитывая менталитет, это отсечение русской культуры, которая проникает сюда. Это русские писатели, русские певцы, русские художники, и современные, и так они, вот как бы, и советские. Вот вся вот эта советчина, которая, не считая диссидентов, конечно. Вот это все нужно было бы тоже, это был бы тоже моральный очень сильный удар, психологическо-моральный удар. Все, мы никто и назвать никак. И это бы очень сильно подстегнуло бы. Если же брать, это одна из таких болезненных была бы, она не экономическая, но она очень была более просто, запрет. Причем нужно разговаривать соответствующим образом. Вот вы оккупируете, вы убиваете Чеченскую республику Ичкерия, Грузия, Украина, Сирия. Вот вы совершаете преступление, пока вот вы не справляетесь, никакой культуры, никаких поэтов, никакой музыки и так далее, и так далее. Это тоже повлияло. Нефть, газ я уже сказал. И вычищение от агентуры. Но это тоже очень сложная работа. Вот, выдворение, отказ виз россиянам, это тоже удар. Это все будет применяться, но мне кажется, замена украинской культуры, это, мне кажется, украинцы больше должны были бы этим заняться. Потому что некоторые деятели культуры, истории, разные люди, внесшие большой вклад в развитие Советского Союза, русской культуры, это этнические украинцы чаще всего, или другие национальности. Выделять вот этих людей. Это не русский, это вот украинец. Вот его можно, потому что у него там это. Вот таким образом от всего русского, знаете, как я считаю, опять я отхожу от вашего вопроса, потому что я на самом деле не знаю сейчас сказать, что еще может быть, там золото, нефть, там, и так далее, и так далее. Конечно же, не могу сказать.
надо подумать. Я подумаю, может быть, что-нибудь я смогу сказать по этому поводу. А так я считаю, что русский народ, это сам по себе политическое, русский, это же прилагательное слово. Были русичи, украинцы пришли, они тут захватили территорию, там, покорили, поработили кого-то и сказали, будете там, моим будешь, русским будешь, чей русский. Ну, так это рассказывается в истории. И вот эти народы, которые реально имели какую-то национальность, ну вот пришли колонизаторы, оккупанты, они вот их завоеватели, они их аннексировали, оккупировали. И они завоевывали новые территории. И вот новые народы завоевываются, и вот они их превращают в русских. Это те, которые уже были завоеваны. Потом уже после украинцев там и европейские лидеры управляли этой страной там, и так далее. И в конце концов русские начали управлять русскими в 17 году, когда они пришли к власти. И как таковой нации нет. Само государство, Советский Союз, которое формировалось, оно сформировалось как террористическая организация. Все, это самая настоящая террористическая организация. И эти народы, которые там населяют, и они сформированы, вот этот народ, русский народ, он сформирован так. Культура своей нет, все привлечено. Как в тюрьме, как завоеванный человек. Вот так русские всегда жили. И при царе жили, и при коммунистах жили. И сейчас им это более комфортно. Есть власть, они там решают и так далее. Просто сейчас она этнически русская, эта власть. Раньше она была немного другой. И мне кажется, для того, чтобы этот искусственный, этот империализм, навязанный, созданный вот этими на протяжении истории, созданный вот эта группа, этническая группа, которая сформировалась в русский народ, она должна отойти в сторону, и на ее место должна прийти украинская культура, которая реально имеет корни, и реально она уже и так задействована в русской культуре. Сейчас русская культура хочет украинскую историю забрать, а реально нам нужно, чтобы украинская история осталась у украинцев, и их культура, пока идет война, русская должна быть отодвинута, а после окончания войны, деоккупации всех народов и стран, это нормальное государство превратится, российское государство или российский народ. Вот таким тогда можно и вернуть, что у них останется, не имперское что-то и так далее. Поэтому я считаю, что нужно бороться вот с культурой, с их праздниками, с их, они везде говорили эти вещи, что их везде угнетают, ущемляют, но на самом деле они так поступали со всеми. Со мной лично, со всеми нами они так поступали. Поэтому я думаю, что пока они не осознают, что они делают, нужно от этого избавляться. И очень хорошая идея всех россиянцев отказать в визе и не пускать их сюда. Опять же, что-то нужно отдельно сделать для чеченцев, для граждан Чеченской Республики Ичкерия. Что-то нужно сделать. Именно этим должны заниматься наши там, политические так называемые лидеры, которых, к большому сожалению, у нас нет или есть, но они этими такими мелочными вещами не занимаются. Но сейчас будет лишение прав чеченцев, так как у них будут российские паспорта. И надо будет что-то с этим делать. Ну, не знаю, что мы будем с этим делать. Что-то надо делать. А по поводу вашего вопроса, что больше кровопролитнее будет, что болезненнее для вас, вы имеете в виду, я подумаю обязательно. И если у вас есть по этому поводу мысли, друзья, пишите комментарии. И давайте вместе думать, как можно болезненнее навредить фашистской России. Аслан, как считаешь, признавать РФ страной-спонсором терроризма, вместо того, чтобы признать страной террористом? Спонсоры это те, кто у РФ покупает нефть и газ, не так? Евгений, как юрист, ты абсолютно прав, конечно же. Да, это именно так. Конечно, Россия не является спонсором терроризма. Россия само как государство было создано как государство терроризма, закладывалось большевиками, когда оно закладывалось. Оно таким и остается, оно только так и может развиваться. И ты абсолютно прав. И те, кто покупает у этой страны террориста газ и нефть, то получается все являются, вот они и есть спонсоры терроризма. Но если сейчас начать объявлять всех, кто покупает газ,
у России спонсором терроризма, то Германию нужно объявлять, наверное, самой первой, и всех остальных тоже. Потому что, ну, уже покупали. Покупали, несмотря ни на что. Абсолютно. Покупали, покупают. И покупали бы дальше, если бы сейчас американцы и англичане так сильно не заняли бы такую принципиальную позицию. Что, в принципе, очень круто, да, очень просто. Поэтому пока оставим их страной террористом, фашистскую Россию, спонсором, то есть страны террориста. И я очень надеюсь, что настанет время, когда это террористическое образование будет правильно, как есть, обозначено. Террористическим образованием. Так, друзья, мы уже после такой программной речи Украина просто обязана предложить тебе портфель министра культуры по украинизации культуры. Абсолютно согласен. Нет, Евгений, спасибо. Спасибо. Обойдемся. Останьте. Так, Вольф опять меняет ники и заходит. Русичи придумали неославянисты. Да, ну я не знаю идеи нации на самом деле, могу в чем-то ошибаться. Привет, Асан, спасибо за работу, слава Червис, слава Джахар. Привет, Эрика, героям слава, дуже дякую. Асламбек, так, преподносит это как будто РФ кого-то спонсирует, а сама пушистая, тогда как она сама и есть страна-террорист, да? Да. Аслан, видел видео, русские сделали телефон, показывают Медведеву. Нет, не видел. Я слышал, что некоторые государства изучали законодательство Германии. Да? Да. Так, после войны... Так, подождите, я вот этого уберу. Он меняет ники и заходит. Вернее, он оставляет ник, но сейчас хоть с большой буквы написал. И нам этот... Здесь, короче говоря. Так, друзья, после войны... Так. Друзья, я тогда закончу на этом наш стрим сегодняшний. Да, уже час 42 минуты мы в эфире. На этом наш стрим заканчивается, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Думайте. Или если мы не будем думать, как говорится, буду думать за нас. Поэтому мы сами должны думать. Развивайтесь. Самообразовывайтесь, образовывайтесь, читайте, заставляйте своих детей читать, обучаться, и особенно это касается нас, чеченцев, нам это очень нужно, очень-очень. Нас ждут великие дела, друзья, величайшие изменения в этом мире. И мы становимся свидетелями величайшего события. Насколько оно будет тяжелым для всех, для каждого, не скажу. Но то, что оно произойдет, в этом я практически не сомневаюсь уже. Из-за этого какой-то выход должен быть. И я думаю, будет такой, самый хороший будет. И для нас, и для Украины, и для всех. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Все будет Ичкерия. Слава Украине.